году мы начали, в феврале месяце. Как сейчас помню, 18 февраля, негде было достать даже, купить этого поросеночка. Ну, тут ездили по организациям, кто сколько дал, закупали. Вначале мы 6 штук, ну, по 6 килограмм они были в феврале месяце. Вот сейчас такое поголовье. Сдаем мясо. Вот в этом году уже сдали 57 центнеров сдали. Еще нам остается 33 центнера. А план какой? План 9 тонн. Вкладываетесь в план, да? Вложимся. Сейчас у нас на откорме стоит 70 голов. Через 1,5 месяца пойдет убой. Это в пределах они будут 120 килограмм каждый. Так что мы вкладываемся. Ну, как у вас материальная база позволяет накормить всех работников фабрики? Ну, мы сейчас не можем Не можем фактически, потому что только начали. Мы не можем, надо развиться. Вот если мы запустим до 700 голов, тогда будет нормально. Это где-то в пределах 25 килограмм у нас на человека будет выходить. Вот такие, вот это построили, только вот запустили. А то было тесно, некуда было расположиться, только его запустили. Так что мы... Возможность работы у вас есть, да? На будущий год будем, да. Вот с кормами плоховато, достаем аж из-под Якутска, с Мугудайского возим. Тоже просим, люди помогают, совхоз подшефный. Как-то выкрутимся. Не убыточно вот это вот для фабрики заниматься этим делом? Не в убыток? Но если мы доведем свинарник до 700 голов, то он будет рентабельный, потому что... Сейчас пока вы еще... Да, сейчас пока есть убытки, затраты. Ну а свыше 500 голов, когда поголовье, оно рентабельное становится. Зовут-то? Люда. Люда, ты здесь работаешь тепличницей, да? Да. Сколько вас здесь работает? 3 человека. 3 человека. Успеваете? Успеваем. Ну и какие успехи? Что вот в этом году? Чего добились? План выполнили мы. Какой план? 24 тонны Чего? огурцов собрали. Вы Да. выращиваете только огурцы? Ну и вот зимой лук Лук и огурцы, да? и огурцы, да. Салат мы выращивали Понятно. весной. Ну вот ранее. Салат у нас был. Вот. И теперь вот лук. А куда все это реализуется? На фабрику. Только вот рабочим фабрики, да? Да, фабричным рабочим. Мгм. А какие у вас планы развития? Как дальше, чем будете заниматься? Ну вот у нас еще 5 тонн лука мы еще будем высаживать. И потом пойдут уже огурцы опять. А вот щавель я вижу, это как? Ну, это тоже мы реализовали щавель. Это между, вот огурцы у нас были, и вот это вот по краям. Тоже мы щавель реализовали все. Люда, Тоже нашим а вот рабочим ваша и это- всем. Ваша продукция на фабрике как? Пользуется спросом? Да, у нас, ну, в смысле, все довольны. Все довольны. И огурцов у нас в этом году очень было много, все прям много было всегда. Это самое. И вот лук, я говорю, у нас и магазины, договор с магазинами заключаем, потому что его, ну, много. Некуда девать. Некуда девать, вот лук. А лук очень хороший у нас. И все участки у нас, ну, вот, постоянно берут, и все довольны. Это спортивно-оздоровительный комплекс «Тонус» Тонус, да. при обогатительной фабрике. Да. Расскажите вкратце, какие здесь мероприятия проходят? Как часто проходят? Значит, 4 раза в неделю у нас посещают люди рабочие обогатительной фабрики.
Сеанс у нас проводится, значит, 1,5 часа, 5-6 человек пропускная способность. Люди, значит, отдыхают, в спортзал идут, занимаются в спортзале, потом у нас находится, значит, сауна, финская баня, вот, бассейн, циркулярный душ, кислородная ванна у нас. Вот. Ну, люди очень довольны. А вот сейчас вот где мы находимся? Здесь вот бар, я вижу. Да, вот у нас бар, у нас проходят вечера, То есть, юбилей. кроме спортивных мероприятий, оздоровительных, у вас еще здесь культурные мероприятия? Да, культурные мероприятия, концерты у нас, детские сады наши приходят даже с концертами. Значит, утренники детские у нас вот уже 2 года подряд проходят здесь. Юбилеи, даже я свой юбилей отмечала, 50-летие в этом зале. Белалова Галина Алексеевна. Вы самый главный начальник вот этого зеленого цеха, да? Нет, просто тепличница по Тепличница цветам. по цветам, да? Да, Цветовод. цветовод. Расскажите немного о своем хозяйстве. Чем вот вы занимаетесь? Ну, у нас цветочному хозяйству 2 года. Вот, площадь у нас общая где-то уже 1000. И сейчас на следующий год будет 1500 цветами. В основном у нас посажены розы, кала и хризантемы. Вот этот хризантема, да, если я понимаю правильно, Да. в цветах? Да. Это хризантемы, розы вы уже видели. И калы, эти маленькие белые. И комнатными растениями. То есть Да. у вас цветы круглый год, да? Да, практически круглый год. Там, если перерыв месяц будет, в этом году, а на следующий год мы планируем, что не будет. Вообще без перерыва, да? Да. Ну вот у вас на фабрике работает такой, будем говорить, женский коллектив, там большая половина это женщины работают. Да. Как они к вашей продукции-то относятся? Ну, вот нужно у них спросить, как они относятся. Хорошо. Ну, Нет, а вот хватает им, допустим? праздничные дни нет. Не хватает. Нет, это, насколько я знаю, вообще по Союзу, это праздничные дни, такие массовые спросы, когда это невозможно обеспечить. А куда вот Восемь- ваша продукция вот расходится, допустим? Ну, в основном берут на день рождения, ну, летом и зимой на свадьбы.